Ответственность за реализацию мусорной реформы возлагается на региональных операторов, в связи с чем у нас Министерство строительства Республики Татарстан курирует данный вопрос. Были проведены соответствующие торги, конкурсы, и по Республике Татарстан у нас было определено 2 оператора, как вам известно. Это в западной зоне и в восточной зоне. В восточной зоне безны как раз-таки ООО «Гринда», в западной зоне УК ПЖКК. По итогам конкурса за 2019 год стоимость услуг должна была составлять 565 рублей 1 кубический метр на одного жителя. Соответственно, бір житель Раисы Бульгенде, проживающего на квартирном доме, эта стоимость должна была составить 111 рублей 12 копеек, в индивидуальном жилом доме 120 рублей 53 копейки. Это в соответствии с проведенным конкурсом. Конкурс проводился на 10 лет. У нас вот эти 2 компании 10 лет будут осуществлять вот эти работы по сбору мусора. Благодаря тарифной кампании Государственным комитетом по тарифам данные ставки были снижены. Также для снижения этих ставок подключился президент Республики Татарстан, который поставил жесткие указания и снизили стоимость с 565 рублей за кубический метр до 439 рублей 03 копейки за 1 кубический метр. Это, соответственно, на квартирный жилой дом 86 рублей 34 копейки, и на жилой дом 93 рубля 66 копеек. Также в целях снижения нагрузки за первый год по поручению президента региональные операторы в 2019 году оказывали услуги населению, как вот ООО «Гринда» тоже говорил, МКД 71 рубль 95 копеек и 3Ж 78 рублей копеек. Соответственно, постановлением Государственного комитета по тарифам Республики Татарстан установлен единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. С 1 января 2020 года цена за кубический метр составила 939 рублей 03 копейки, так же, как и в 2019 году. С 1 июля 2020 года данная цена повышается на 4% и составляет 456 рублей 62 копейки. Если рассчитывать в соответствии на одного жителя, этот тариф будет составлять с 1 июля в многоквартирном доме 89 рублей 80 копеек, для индивидуального жилищного 97 рублей 41 копейка. Также с 1 июля, после проведенных множества совещаний, в соответствии с постановлением Комитета по тарифам, для населения вводится услуга, сбор, так сказать, если вот, люди проживают, например, в индивидуальных жилых домах, и они собирают мусор, который невозможно просто сложить в пакеты и вынести на дорогу, как мы сегодня это делаем, а в какую-то свою тележку, легковой автомобиль или грузовой тележка, трактор, они хотят вывести на полигон ТБО, то с данного твердокоммунальных отходов также будет взиматься плата, которая составит 109 рублей 64 копейки на 1 кубический метр мусора. Если у нас тарифный комитет для населения тариф установил 456 рублей, то наш полигон ТБО, Актанышский полигон ТБО, тарифный комитет у него установил тариф в 3 раза дешевле, можно сказать, 109 рублей 64 копейки. Для этого населению необходимо будет взять талон, оплатить эту сумму. Они могут сдать 0,5 кубических метров, в этом случае будет, естественно, должны будут платить не 109 рублей, а меньше, или там 0,3 куба, или наоборот 2 куба, тогда 220 рублей примерно должны будут платить. Этот механизм уж у нас руководитель полигона ТБО озвучит сам. Также, уважаемый глава сельских поселений, я вам направила это постановление и направила утвержденный прейскурант цен на транспортные услуги. До сегодняшнего дня Актанышский полигон ТБО также оказывал услуги по вывозу крупногабаритных грузов мусора, так сказать, которых люди хотели бы вывести. Например, там старый сарай, дом или свой участок они чистят. Люди начинают задумываться, куда мне, как мне вывести этот мусор. Начинают искать какую-то технику, частников нанимать, трактор. На сегодняшний день Актанышский полигон ТБО предлагает услуги своих транспортных средств, например, Беларусь или мини-погрузчика,
или может грейдеры даже, самосвалы, прескуранты я также направила, вам тоже, уважаемые просто предоставлю. Например, физическое лицо звонит в МУП Акталышский полигон ТВО, говорит о том, что вот мне сегодня необходимо вывести мусордание технику. Они свою технику вводят, люди грузят, или они могут предоставить даже услуги по погрузке данного мусора и вывозят на полигон. Через соцзащиту получают субсидию на квартиру, на дома какие-либо, на коммунальные услуги, если субсидия оластыган, шулық субсидия, да, что уже твердо коммунальные отходы гада субсидия олам говорю, субсидии пойтадайн уже, скорее всего, потому что делается все централизованно, исходя из начисления вашей квартплаты. Игілік üzerine müracaat etmesi var. Игілік üzerine müracaat ettim, документлар жиып, ниже прожиточный минимум или многодетныйлармы, ветерандармы, инвалидлармы, алар шундай ташламаларга имеют право и документлар жиып тапшыралар екен, алар ташламалар.